На очередном заседании Кабинета министров было рассмотрено 10 основных и 5 дополнительных вопросов. Принят ряд проектов о списании автотранспортных средств, непригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению. Также одобрены проекты о реализации автотранспортного средства Абхазского государственного центра экологического мониторинга и передачи плавательных средств МЧС Министерству обороны. А в положение об аппарате Кабмина внесены некоторые изменения и дополнения. В соответствии с порядком использования средств резервного фонда Кабинета министров принято решение профинансировать непредвиденные ремонтные и восстановительные работы на территории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории, ограждение Лохнашта, строительство навеса над установкой тепловизора на КПП ПСО. Выделение 332 тысяч Государственному управлению по строительству на устройство дренажной системы на территории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. Государственному управлению по строительству 7 миллионов рублей 113 тысяч на проведение капитального ремонта ограждения Лохнашта в селе Лохны Гудаутского района. Государственному управлению по строительству в размере 220 тысяч на строительство навеса для устройства тепловизора на КПП ПСО в целях защиты населения от распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции. Данное мероприятие реализовывается в соответствии с решениями межведомственного штаба. Следующее мероприятие предполагается, это госветеринарной службе выделить 200 тысяч рублей на оплату расходов в установленном порядке. Это выплата вознаграждений гражданам за уничтожение волков, шакалов, лис. Аппарату Кабинета министров Республики Абхазия выделение 58 тысяч рублей на оплату мероприятий праздничных Абхазскому союзу ветеранов Афганистана. Министерству просвещения 5 миллионов рублей 767 тысяч рублей на покупку оборудования, мебели для средней школы номер 3 в городе Гудаута. Министерству просвещения выделение еще 400 тысяч рублей на приобретение специального спортивного инвентаря, необходимого для секций тэквондо для детей с ограниченными возможностями Сухумской спортивной школы. На заседании Кабмина рассмотрена и одобрена концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания. Данный проект нацелен на создание условий для долгосрочного динамичного развития морской деятельности как одной из приоритетных задач социально-экономического развития, на охрану окружающей среды и обеспечение государственного контроля судоходства в морской акватории республики. Сама концепция представляет собой очень небольшой документ, но под этим документом лежит 10 томов разработок, которые связаны и с состоянием инфраструктуры по всей территории Абхазии, состоянием мореплавания ведущих морских держав и тенденций, связанных с организацией безопасности мореплавания. И таким образом концепция включает в себя все необходимые разделы, обеспечивающие безопасность мореплавания не только в пределах нашей акватории, но и возможность интеграции в случае ее создания с региональными системами организации безопасности мореплавания на Черном море. Был утвержден и проект межведомственной целевой программы на 2020-2024 годы «Создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания». Также члены Кабинета министров одобрили проект постановления об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности бюджетных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2020-2022 годы. Речь идет об обязательстве абхазской стороны в соответствии с соглашением о порядке повышения заработной платы, подписанной еще в 2015 году, утвердить план мероприятий на 2020 и 2022 годы. Нами предложено утвердить данный план в форме решения Кабинета министров. Срочность заключается в следующем. До утверждения данного плана российская сторона не будет иметь правовых оснований для открытия финансирования. То есть тот план мероприятий, который был утвержден в 2015 году и длился у нас до 2019 года, по большому счету на сегодняшний день уже был не актуален. Соответственно, было совместное решение на МПК принято актуализировать данный план, что и было сделано.
Вот, и предлагается к утверждению уже на трехгодичный период, чтобы мы не возвращались каждый год к утверждению плана, а уже четко отслеживали, значит, исполнение. Хотел бы отметить, что мы должны получить в результате, значит, выполнения данного плана. Речь идет о повышении эффективности этих органов, министерств и ведомств, которая должна будет выражаться в конкретном бюджетном эффекте. То есть должна быть получена экономия бюджетных средств, и самое главное, вся эта экономия будет направляться на повышение заработных плат этих категорий именно в этих ведомствах. В ходе заседания также были обсуждены меры по недопущению распространения на территории республики коронавирусной инфекции. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба призвал всех отнестись к этому вопросу более ответственно и рассказал о реализуемых мероприятиях. Кроме того, как отметил Валерий Бганба, в связи с введением ограничительных мер на государственных границах проблем в части завоза продуктов и медикаментов не будет. Что касается отсутствия в аптеках медицинских масок, принято решение, что их будут шить в поселке Цандрыпш Гагарского района. Они будут из 9-слойной марли и по качеству будут не хуже тех, что продаются в аптеках. Повязки будут раздавать населению волонтеры. Уже в пятницу первая партия таких масок, предназначенная для членов избирательных комиссий, будет готова. Так как в случае появления в Абхазии коронавирусной пневмонии больные будут размещаться в республиканском противотуберкулезном диспансере, в котором не работает дренажная система, было решено выделить определенную сумму из резервного фонда Кабмина. И еще один немаловажный момент. В случае, если ситуация с распространением опасного вируса не изменится, то, возможно, придется закрыть и все курортно-санаторные объекты. Нам надо сделать все возможное, чтобы наш народ спокойно перенес все это. Чтобы наш народ не заболел, чтобы у нас не было, не дай бог, смертных случаев, чтобы этот коронавирус сюда не пришел. Надо будет, извините меня, мы закроем и объекты, и туристические объекты. Надо будет. Лишь бы эта болезнь сюда не пришла. Решением Кабинета министров Абхазии карантин в учебно-образовательных учреждениях продлен на неопределенный срок. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение.